Чувашии продолжает увеличиваться ожидаемая продолжительность жизни. Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики. Каждый год ведомство оглашает подробный доклад о состоянии здоровья населения. Как медицина становится еще более доступной и инновационной, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Понятные указатели до кабинетов врачей, открытая регистратура, электронный документооборот. Бережливые технологии помогают экономить часы и сокращают время ожидания в очередях. 65 поликлиник республики уже внедрили новые стандарты. Когда необходима экстренная медицинская помощь, пациентов доставляет санитарный вертолет. Авиационная служба в регионе развивается благодаря национальному проекту здравоохранения. В республике уже построено и введено в эксплуатацию 6 новых вертолетов посадочных площадок. В прошлом году еще 3, это в городах Шумер, Ядрин и Батарево, которым теперь оснащен каждый межтерриториальный центр. Благодаря службе санитарной авиации удалось спасти дополнительной жизни еще 270 самых тяжелых пациентов. Чувашская республика по-прежнему остается в числе регионов лидер по снижению младенческой смертности. По данным Росстата, на втором месте среди всех регионов по итогам 2022 года, и показатель составит 3,1 промилле. И данный показатель мы удерживаем и являемся лидирующим регионом на протяжении уже нескольких лет. Современная медицинская помощь все ближе к жителям сел. Каждый муниципалитет обеспечен передвижным фельдшерско-акушерским пунктом. Это позволило охватить профилактическими осмотрами еще свыше 90 тысяч человек. Заболевания все чаще выявляют на ранних стадиях, что повышает шанс пациентов быстрее пойти на поправку. Первичное звено здравоохранения становится инновационным. В первичном звене доля аварийных зданий и требующих капитального ремонта уже снизилась с 24 до 21%, достигнув фактически целевого показателя 2024 года. В последние годы мы значительно усилили материально-техническую базу здравоохранения, направив на эти цели только в прошлом году 3,6 миллиарда рублей. С начала реализации национального проекта здравоохранения в медицинской организации было поставлено 463 единицы высокотехнологичного медицинского оборудования. Очевидные плюсы от развития телемедицины. Глава региона отметил, что благодаря видеоконсультациям можно решить и проблему нехватки узких специалистов в муниципалитетах. У нас одну из, скажем, имеющихся проблем в области здравоохранения это обеспеченность кадрами, которая, конечно же, для нас является сейчас приоритетом. Когда инфраструктуру развиваем, инструментарий развиваем, конечно же, теперь мы должны добиваться и обеспеченности кадрами всей этой инфраструктуры. В региональном Минздраве делают ставку на профилактику заболеваний. Так, благодаря амбулаторным центрам удается предотвратить запущенную онкологию. Еще одна инициатива ведомства – проводить регулярные медицинские осмотры школьников и студентов, чтобы пресечь употребление наркотиков. Правительство поддержало законопроект. Дмитрий Ковалев, Ольга Артемьева и Юрий Марков. Республика.